Сегодня я буду вам читать стихотворения разные, в основном не опубликованные еще. Вот. Не из книжек, те, которые я еще даже, может, и не читала вообще нигде. Так что будете первыми их услышать. Хотелось бы начать со стихотворения, которое называется «Храм». Если где-то есть храм, почему мы еще не там? Почему мы так верим ведущим и дуракам, чьи манжеты трещат от сала, голова от того, как лучше бы приодеться, а внутри так сквозит, что пора вызывать врачей, чтобы старенький дядя сидел здесь ночи мрачней и водил стетоскопом по линии меж плечей, констатируя Нульсон сердца. Так бывает, приходится многим его терять и искать, где напитки, зрелище и кровать, но всегда уходить, смеяться и подыхать, волоча свое тело в сумерках еле-еле. В этом корень тропы, ведущий на горный пик, до него не дойти стремительно напрямик, лишь упавший во мрак откроет его тайник, чтобы треснуло все, и свет смог проникнуть в щели. Только с этого края виден узор скалы, где все пальцы черны от копоти и смолы, и тверды, словно камень, стерты, обожжены, что не вспомнится вовсе, что с ними раньше было. Так видается Бог в каньоны подкожных ран, из берегов, где обрыв покрыл сплошняком бурьян и река, океан, руки в ней, океан, и, пожалуй, почище тех, что помыты смыл. Так и я поднимался к небу со дна реки и был вычеркнут в списках трупы и дураки, как будто впервые. Кто-то сказал «Реви», и я плакал так сильно, что сдвинул земную ось и увидел весь свет, и стал его позывной. И теперь я всегда ношу его под собой, пропуская меж ребер в самый тончайший мириадами солнечных искр. Спасибо. Ко мне много текстов приходит после походов в горы. Я очень люблю горы. Это то, из-за чего я не то чтобы живу, конечно, но работаю уж точно. Я бы столько не работала, если бы я не любила горы. Вот, одно стихотворение следующее, но одно из последних, что я написала, про то, что я чувствую, находясь там. Только там не мое имя, но это так специально сделано. Оля пропала. И сплетники говорят, Олю искал обученный спецотряд. Били шаманы в бубны, сорвали рты. Маги искали, но Оле и след простыл. Может быть, думают, корпус ее уж сух, но Оля живет, и Оля живет в лесу, бродит меж кедров, плачется под ольхой, пьет из ручья, укрывается мхом. Сушит букеты, душится чебрец и сныть. Оля уже не помнит, как говорить на нелесном наречии. Язык стихий, древнее таинство, подлинные стихи. Небо над ней транслирует клен и медь. Горные шапки над ней — это небо треть. Шик, шийчага, пихты и зверобой в этом лесу растут для нее одной. Ветры плетут ей косы, поют псалмы. Наглая ложь, что ветры земли немы. Олины песни знают все наизусть, но сама Оля нет, не раздвинет уст, не отречется, помнит свой позывной. Оля зовется царственной тишиной. Сосны и горе — вот все ее слова. Оля очень счастлива, что жива. Оля остро чувствует, что жива. А сейчас стихотворение, которое я написала на Кавказе, тоже в одном из походов, сидя на бревне над рекой, не знаю, важный берег. Если бы кто-то сказал нам, Господи, что любовь, как и смерть, случается с посторонним, что спокойствие есть продукт неизбытной боли, обитали бы мы на подернутом рябью склоне, колосьями, что смяли, но не смололи. Здесь я ощущаю мужество все ощущать, соло и бас, ритмику и аккорды, как стоящие у края комнаты, но не ямы. Что я, Господи, на каких существуют частотах, что Твоя красота меня мучает постоянно. Там под нами снег обнимает вершину, как всякую шхуну холстина паруса,
рану ладонь с целительной мазью. Бог поставил небо на перемотку, меня на паузу. Мы глядим друг друга влюбленными перед казнью. Коль осмелишься отвернуться, не смотреть на снежную крошку, всю твою наготу, эту дивную боль, сквозящую через сердце, ты становишься блеклым, сиплым, трепещущим на ветру. Не сдаться, не выйти и не стерпеться. Не налиться до края, когда горы сотрутся в пыль, льды потеряют полюс, а реки исторгнут воду. Здесь останешься ты, смеяться и мять ковыль. Бесконечным, пламенным и свободным. Больше влияния на меня оказала бабушка, потому что она мне читала перед сном не сказки, она мне читала Мцыри наизусть. Правда, и когда мы в школе изучали Мцыри, там попросили, естественно, выучить отрывок, я встала и сказала: я знаю, можно сдам сейчас. Вот как раз летом ко мне он кинулся на грудь и все такое. Вот. Так, про первую книгу я сказала. Вторая книга вышла у меня тоже в школе, уже в классе в 11-м. «Отражение» называлась, а первая называлась «Звезды». Я ее печатала в типографии МГУ. Она такая в твердой обложке, у меня, к сожалению, не было сюда. Третья вышла уже в университете, «Глубокое синее море» называется. Следующая 52 Герца году в 2015, кажется, я ее презентовала там в Нью-Йорк кафе. И вот последняя, «Горе не могут плакать», вышла в 2017 году. Она не совсем про горе, на самом деле. Хотелось бы, но я стала про них писать уже после того, как я ее выпустила. И стихотворение, в честь которого названа эта книга, хоть и называется «Гора», вообще не про горе, но я вам сейчас его прочитаю. Мне не стоило быть человеком, я это знал. Я смотрел, все смотрел на величие бурых скал, что отныне и впредь настала моя пора. Я теперь гора. Облачился в гранит и мох на себя надел. Я теперь выше всех, и небо лишь мой предел. Я могу теперь не жить, не любить, не ждать. Я могу теперь не дышать. Я гора. О горе не могут думать. Им не снятся сны, их не хлещет сумрак. Я гора, а горе не могут плакать. Только камнями, камни не нужно прятать. И лавинами их можно сеять всюду. И никто не поймет, почему, откуда столько снега сошло на безликий город в этот дикий собачий холод. Я гора, я стою, меня лижет солнце, со своими ослами здесь бродят горцы, перелетными стаями кличут птицы. Я гора, а горе не могут спиться от того, что кем-то они забыты. Я гора, центральная часть орбиты, по которой слоняются люди, кони, и на чьих валунах столько гнезд вороньих, что не вижу ни в солнце я, ни в грозу, что творится вон там, внизу. Я гора. У меня ледники по венам. Вместо крови людей, одиноких, тленных, я гора, меня бьют, меня хлещут ветры, обдувая мои 8000 метров, но старания их пропадают даром. Я не чувствую боли от их ударов. Я гора, я огромен, велик, недвижим, и на склоны мои само небо дышит. Мне не нужно ничто, и никто не нужен. Я могу говорить прямо Богу в уши. Я гора, я останусь горой навеки. Лучше быть серым камнем, чем человеком, не искать, не бежать, не любить, не верить, не считать, как камни мои, потери. Чтоб не чувствовать, просто вдыхать просторы, а вокруг только горе. Я читаю это стихотворение. Вот сейчас, если кто-то слышал выступление СНОП-8, вы, наверное, чувствуете эту музыку, я уже не могу читать его, как будто музыки нет. Я вхожу в состав музыкально-поэтического проекта «Стихи Нового подъезда номер 8». Да, вот. И это стихотворение одно из самых таких мощных, наверное, которые я прочитала. Настя думает: я заехала в колею. Из нее видно кроны и звездные корабли. Настя знает точку на карте, но не видит за ней земли. Так ревут, разбивая кулак об стену, но не чувствую кулака. Говорит: как так? Насте кажется, что она Чернобыльская АЭС, и сейчас секунды встанут на 45. Настя думает, сколько можно с собой намертво воевать, сколько зон отчуждения множить и строить стен. Говорит:
Все тлен. Настя думает: я устала быть сингулярностью, транслятором черных дыр. Вот бы кто-нибудь умывальный, Каяева Майдадыр, чтобы отмыл мою мглу свирепствующую в груди. Говорит: приди. Думает: сколько надо построить храмов, чтобы храм был всегда внутри. Почему люди Бога так странно изобрели, что живет он не в них, а в иконах в ночных такси. Говорит: спасибо. Настя думает: хоть бы кто-то меня любил, чтоб за правду, а не в крошево кровь дробя, только кажется, что не любит сама себя. А Бог смотрит на Настю, туда, где в ней все скрипит. Говорит ей: спи. Я укрою тебя одеялом из звездного полотна, чтобы тьма твоя осталась освещена. Отведу на моря, где воды сладки, как мед. Засыпай, никто дурной тебя не найдет. Умощу тебя елеем, рода направлю вспять. Я останусь последним, кого им дано распять. И отдам тебе горные пики и южный крест, чтобы ты, как и я, воскресла, и мир воскрес. Засыпай, засыпай, планеты сплотились в ряд. Они спят под твоим одеялом, и звезды спят. Засыпай и забудь про все, что тебя отрезает. Настя спит, и на утро действительно воскресает. Я пишу, как пишется. Как-то стараюсь вообще не обращать внимания ни на критику, ни на все, что люди пишут. Всякие разные умные и неумные. Хочется просто писать, творить, как оно есть. Это, в общем-то, не мое, скажем так, не из меня исходящее, а откуда-то вот приходящее через меня. Поэтому я транслирую то, что приходит. А читать перед публикой для вас важно? Конечно. Потому что, ну, зачем это дано мне? Для того, чтобы я это просто куда-то вот делала? Наверное, нет. Наверное, именно для этого и дано, чтобы я это могла передать. Это к любой работе относится. То есть все, любое дело, которым мы занимаемся, мы должны его как-то вот с людьми связывать и для них благо приносить. А у вас есть стихи про животных? Про животных? Нет, наверное. А, есть про кита, есть про кита. Расскажите. Про кита, так и называется. Властитель морей глубоких, дрейфуя меж дин и плит, усталый и одинокий плывет в океане кит. А где-то бренча на скрипке, русалка плывет вдали, туда, где, как черные рыбки, плывут корабли. А кит рассекает воды и чешет свой правый бок, и думает, где бы кто бы со мной поиграть бы смог. А свита его морская, две рыбки и друг конек, плывут пузырьки пуская, седлая с китом поток. И вверх по следам русалки, дрейфуя меж льдин и плит, играя с течением салки, плывет в океане кит. Вот такое когда-то я написала. В 2013, наверное, даже не помню, когда. И что этому способствовало, тоже не помню. А на английском вы пишете стихи? Был такой грех, да. Но как преподаватель английского скажу, что они не очень хороши. Потому что невозможно вот человеку, который не живет в языковой среде, знать язык настолько хорошо, чтобы выдавать в нем хорошие тексты. Это удавалось, конечно же, Бродскому, который жил в Америке, который писал на английском. Я диссертацию писала про его стихи. Да, но там мне особо ценилось тоже у них свое отношение к поэзии. Они не любят рифму, как оказалось. Вот. Не любят. Не любят. Для них это уже пережиток. Ну, то есть, вот, Александр Иванович может хорошо сказать, это что-то из времен Шекспира. Ну, у него мелодика, да, у языка такая, что она рифмует. Славянские языки тяготеют к рифме, а английский нет. Да, у них так все. У них на ритме, у них ритмические. А переводы с английского? Я что-то делала в рамках учебы, но так вот сама Я имею в не... виду стихотворное. Я поняла, да, стихотворное. Вот я писала диссертацию магистерскую по переводу стихов Бродского. Но я в основном там анализировала переводы, но приходилось, когда там что-то вот мне прямо не нравилось, я сама переводила. То есть то, Но что не он очень написал на уж английском, правильно. вы переводили на русский? Да, ну, то есть уже известные есть переводы. Обратно. Да, да. Ну, конечно, не знаю, оценил бы он. Сложно сказать. В всяком случае, я старалась. Вот. Здесь у меня, наверное, нету, я даже не помню стихотворение в какой-нибудь книге. Там с ошибками. Я вот сейчас у меня будет сердце кровью обливаться, если буду его читать. Я еще не очень хорошо знала английский, когда я писала. Но в следующий раз вы все три текста напечатаете: Бродский, английский перевод, ваш перевод, и там пусть каждый уж оценит. Хорошо. Я хочу, чтобы с твоего окна было видно высокую гору, выше, чем Сумандри и Монблан. И чтобы однажды ты видел рассветный город с одной из ее веранд.
Хочу, чтобы море, прозрачнее утра и хрусталя, чище, чем радужки древнего бога, касалось твоих ладоней и умоляла, чтобы ты его трогал. Еще чтобы ветер хранил твои тихие тайны, хоть он скуластый спорщик и дуэлянт, и чтобы тебя, сонного, раннего, обнимал, будто это я. Чтобы пел тебе сутры, искал управу на всех, кто тычет в тебя рукой. Будь воином и борцом за право оставаться самим собой. Окунай лицо в солнечный вихрь, светись, как Будда, рисуй течение времени на воде. Я обязательно где-то с тобой буду, но пока что не знаю, где. В этом космосе или в другом стану полярной, выстрою из звезд над тобой дворец, чистой кровью по капиллярам дойду до больного сердца. И свернусь там, крохотным эмбрионом, буду шептать: останься, не уходи. Дай мне родиться и стать абсолютно новым сердцем в твоей груди. Не уверена, что я сейчас что-то такое уже смогу написать, но когда-то очень хорошо из меня это все выходило одно за другим. Я посчитала штук 60, посвященных вот одному персонажу, и прям я уже не смогу так. Хорошо, что этот период был, чтобы я смогла это все написать. Слава Богу, закончился. Я хочу вам прочитать стихотворение, очень важное. Я когда-то читала, я до сих пор читаю книги про войну. Если вы подумали, что это либо Марта, это пока не она. Просто, я не знаю, почему, это какое-то коллективное бессознательное, которое во всех нас есть. Я вот не могу, меня очень сильно эта тема трогает. Хотя никто из моих родственников не умер на войне. Хотя говорили, что в каждой семье нет, в моей этого не было. Меня это очень как-то сильно задевает. И вот я читала дневник Анны Франк, я думаю, вы с ним знакомы. Вот. И когда я его прочитала, у меня родился текст на основе ее дневника. Я хочу его прочитать, он не короткий. Меня зовут Анна, моя фамилия Франк. Я уже как полгода на Принценграхт сижу в заперти, в неволе, за книжным шкафом. Наш дом стоит затопленным батискафом на улице холодного Амстердама. Живем 8. Ванда, Анна, Дюссел, мама, Маргода и папа. Скрываемся от гестапо. Вчера бомбили, похоже, что юго-запад. Вечернее марево слилось с нарядным пеклом. Оно было ярче солнца, затем померкло, наверное. Нам нельзя поднимать здесь шторы. По радио вторят, война обернется скоро лишь пшиком, но она виснет, как меч дамоклов. Стоит Амстердам. Он голоден, наг, расстрелян. И мы здесь в убежище без году 2 недели. Снаряды летят, дрожит потолок и стекла. Но, в общем-то, все неплохо на самом деле. Едим, что приносят снизу: картошку, фрукты, капусту, бобы. Войны, в общем, нет как будто. Немного учебников, платьев, носков и туфель. По радио говорят о своих триумфах, но больше о бойнях из Африки и России. Мне душно и страшно, но я продержусь, я сильная. Меня не сломить ни голодом, ни измором. Однако, надеюсь, война завершится скоро, и мы не умрем в убежище, не издохнем. Я выйду на улицу, небо утонет в охре, и ветер завьет мне волосы в шелк и кольца. Мне кажется, я 3 жизни не знала солнца и этого неба глубже морской пучины. Мы прячемся в доме, на это лишь 2 причины. Повсюду война, нацисты и фарисеи. И мы для них чернь и тина, ведь мы евреи. Тогда до войны порядок был тоже грозным. У нас на груди сверкали большие звезды, и нужно уж 8 было быть строго дома. Еврейские книги, церкви, район и школа. Трамвай же вообще был чем-то для нас запретным, как будто бы мы не люди, а силуэты. В них можно стрелять насквозь, им не будет больно. Я очень скучаю по тем беззаботным школьным урокам и песням, когда мы сидели в классе и думали лишь о том, что у нас в запасе 3000 жизней, сотни дорог и весен, и все мы кудесники древних, чудных ремесел, чей путь безосадочен, светел и долговечен. Тела всех моих друзей заполняют печи и кроют собой землю, пол и камер. В убежище мир, и время, и свет весь замер. Но я не ищу с отчаянием встречи. Я много пишу, все больше дневник, но также немного рассказы всякие, сказки даже. Читаю историю, Библию, жизнь покажет, смогу ли я выковать путь свой стезю и рог.
Мне хочется быть писателем, журналистом, не только женой и матерью. Я не пристань, что призвана вечно ждать. Мой корабль избран, и ждут меня воды, небо, ветра, песок. Пока же хожу в уборную по секундам, почти не смеюсь, а плакать еще паскудней. Когда же уже настанет тот страшный судный момент, когда все сгорит или все пройдет. Мне нравится Петр. Мы часто сидим в мансарде и смотрим на небо, и тонем в небесной глади, вдвоем в тишине, забыв в этом черном аде, что каждый из нас однажды в аду умрет. Когда в нашу дверь за шкафом войдет гестапо, и всех 8 останется только папа, а других же нацистской грязной поганой лапой скребет, перемолит, выпнет в дверной проем. Мы сменим 200 клеток в свинцовой раме, Освенцима, Бергенбельзена, Нойенгамы, и даже не сможем вместе рыдать по маме, когда будем гнить от тифа с Марков вдвоем. Но все это будет после, не в этом теле. Я верю, мы сможем все, чего так хотели. И раскинулось небо, чистейшее из постелен, и в тканях ее таится один секрет. Пока есть прибежище духу, оплот и зависть, и Петр летит вот так, отрешаясь и плавясь. И небу нет края, хоть прямо иди, хоть в травис. Ведь страха и боли, и более смерти нет. Спасибо. Что-нибудь позитивное, да? Да. Нет. Ну, в смысле, веселого нет. Есть такое лиричное, Нет, лирично да, не что-нибудь грустное. позитивное. Что? Есть что-нибудь позитивное? Ну, прям вот хей-хей нет. Когда бы это хорошо не Ну, пишется. оптимистичное, от радости, написанное от радости. Да тут много всего написано от радости. Чувствую. Но не последнее. Но последнего, конечно, нет. Было бы странно, если бы написано было от радости. Так. Не печально, не печально, не печально. Ладно, давайте. Мы думали, нас не склеить и не спасти. Но вот, как будто нет опять 20. Мы сняли поводья, видишь, как мы летим? Искать успевая в поднятой на тропах пыли. Мы словно не знали боли или чумы, и вообще не делались влюблены. Сидим, утекая спинами в ткань коры, надеясь, что где-то в центре срастутся крылья. И крылья срастаются к зависти старых ран, а раны все полнятся песнями, что баян играет для тех, кто воздухом вечно пьян, и солнцем, вплетенным в кроны теней деревьев. Так мед его света стачивает углы твоей самой дальней, острой, замшелой мглы. Мы плачем от счастья, будучи вне тюрьмы, и 1000 лет меж клеток ее качели. Теперь нам подушка неба, земля, матрас. Мы стали живее лучших и прежних нас. Бери себе в сумку баночек про запас, чтоб ложками черпать плавленый коржик солнца. Мы тонем в сырой траве, и нас нет нигде, лишь в этой траве, мерцающей в темноте. Хохочем так сильно, что там, вон на той звезде, нас слышит седой старик и в ответ смеется. Вот такое. Я его тоже читаю под музыку, но его так сложно читать под музыку. Она какая-то очень эпичная прям. А стихотворение вроде не грустное. А там вот надо так читать, как будто печаль. Не знаю, почему так придумали. Про что, ваша новая книжка? Да, она очень новая. Там в основном все про любовь, скажем так. Это вот про период моей жизни, когда мне хотелось активно про нее писать. Вот, и там на 3 части разделена эта книга. Первая, я покажу тут, все разделено картинками. Рисовала, кстати, моя одноклассница Лилит Мирзиян. Очень вообще так мне понравилось. Это я. Есть фотография у меня такая, она просто вырисовала мне горе в лицо. Я погресила. Вот, и здесь 3 части. Вот первая, видите, вулкан. В общем-то, там все очень грустно в первой части будет, как раз вулкан. А потом все становится чище. Сначала плата. Это, кстати, срисовано с реальной фотографией. На Алтае, когда я была в походе, вот там была такая гора, просто как будто ровно срезанная. Удивительно. И последняя часть, там совсем уже все стихи такие легкие, чистые, не про печаль.
Там уже вот 2 руки, тоже год. Как-то так. Могу что-то из этой книги прочитать? Правда, не знаю, что тут. Мне хотелось бы прочитать. Ну, по душе. Да, все такое уже. Уже очень давно пережитые. А любовь-то была? Да, конечно, была. Ну, в смысле, Наверное. наверное, была. Коли уж только написалась, наверное, была. Хотя сейчас, когда я уже абсолютно успокоилась, наверное, думаю, это тоже не любовь, а То есть она какой-то вид несчастливая? психологического расстройства, ну да. От счастливой любви стихи не пишут, я вам скажу. Очень редко. Я такие вот. Не знаю, меня не поливает писать стихи, когда я счастлива. Только когда вот уже Да. я где-то, вот даже при Коле я пишу где-то уже в поезде. На Кавказе это прям вот, ну, исключение. И то я там как-то вот пыталась себя заставить, скажем так. Мне хотелось вот именно в горах хоть раз стих там написать. Но это было сложно. Там где-то вот. То есть В любом пауза космосе бывает, летаешь. да, между впечатлениями? и Да, написанием? да. Чаще всего да. Но вот когда любовь, тогда нет. Там прямо бывает моментально. Все, идешь, пишешь. Мне нравилось это чувство, вот именно что. Ну, вот, а такой Цветаева быстрый. вам нравится? Так она Цветаева, ну, какой-то частями, погляд? да. Мне нравится, как она организует текст, вот все эти тележки, вот эти паузы. Это прям так сильно, так поэтично, да. То есть филологически нравится. Ну вот оцениваете. филологически, да, хорошо сказать. Да. А так вот стихотворения, которые локализованы, как сказать, обычным стихом. Она-то как раз была всегда влюблена. Я вот влюблялась во всех, во все. И именно это ее как раз и вот подвигало на написание стихов. Я в какой-то момент вот поняла, что я не хочу из этого черпать. То есть не хочу себя вгонять в это состояние ужасное, чтобы из него потом что-то выписывать. Но она, наверное, не вгоняла, просто Ну, это наверное, это да. свойство Для натуры этого. такое, влюбчивое. Да. Я вот не влюбчива. И когда я уже дошла до какой-то точки, я поняла, что ну, Аня, хватит. Можно писать стихи о горах, в конце концов. Вот. Как-то оно пошло. Но иногда, вот знаете, пишется о чем-то. У меня есть стихотворение любви, которые никому не посвящены. Просто идешь вот по улице, и вдруг день прекрасный, все хорошо. А если вы выйдете замуж счастливы, значит, кончится поэтесса. Вот знаете, с Верой Полосковой этого не случилось. С Верой Полосковой этого не случилось. И тоже она писала там в большом количестве стихи, такие печальные, да, вы знаете, наверное, знакомы с ее творчеством. Сейчас она замужем, у нее 2 ребенка, она продолжает писать. Уже, конечно, не о несчастной любви, у нее очень взрослые тексты, мне очень нравятся. То есть взросление и другое, опять что-то будет по-другому. Детям писать будете стихи, детям свои стихи будете читать. Возможно. Всё. Ну, Полоскова уже больше театром сейчас занимается, вот как она там. Не судя по Инстаграму, нет. То есть она пишет тексты в больших количествах, она книгу собирается выпускать, какой-то новый тур у нее. Не помню, как называется. Вот. Я пытаюсь на самом деле найти, но что-то так. Есть стихотворение, вот я, кстати, про него забыла, про судьбу поэта, скажем так. Наверное, единственное на эту тему. Да, ну-ка интересно. Если ты женщина, лучше уж быть музой, а не читать знаки, как Ф. Сосюль. Утром натягивать юбки, а не рейтузы, раз в 2 недели бегать на маникюр, кракелюр, педикюр со шмотками от кутюр. Что там еще положено делать женщинам? Ужин готовить, кормить в огороде кур, тоналкой замазывать сердечные трещины. Лучше быть музой, жить себе да и радоваться, бегать вокруг поэтов, хвостом виляя. Пусть о тебе слагают свои балладицы, жалко рукой в блокнотике ковыряя. Лучше быть песней, сонетом, стихом, лирикой. Можно и эпосом, тут уж кто как готов. Топить и сжигать сердца отъявленных циников, но ни за что самой не писать стихов. Но ни за что самой не кидаться пламенно в это словесное месиво за гроши. Лучше уж быть богиней танцевальной, да, разрывать мышцы, так можно жить. Дело другое, когда все, что в ночь останется, это рвать раны в сетчатке своей души. Лучше быть музой, да, так прочнее, уверенней. Легче, наверное, хотя да кому легко. Толстая тетка в кондитерской делает кремы, дядя молочник, свежее молоко. Я вот слова делаю, буквы, слоги, строки меня отливают, как льют сталь.
Лучше быть просто музой, да муз много. Бог, заряжай словами, я здесь, стреляй. Это стихотворение написала на набережной пруда, прогуливая работу. Я сейчас вспомнила. Печальное. 3000 писем, и все как одно, под нож. Ты вечная песня о тех, кого ждать не ждешь, и даже цвет глаз не выверишь, не вобьешь, а они приходят и смотрят, как камни, лавовые цеха, где с ночи до ночи ветошь, старье и хлам становится чем-то крепким, как Божий храм по своей природе. Ты смотришь в скелет сам, алые кружева. Я не имею внутри, как будто я не жива, как будто слова остались одни слова, что кричат и губят. Так чешутся пальцы писать о тебе глагол, и тянутся руки, голодный, голодный волк, последними обнимать всегда тех, кого больше прочих любят. Меняются лица, границы и адреса. Ты водишь рукой по выжженным волосам, вассал моего вассала не мой вассал, да и ты чужая. Кровать заметает снегом и в ледяном его постоянстве, кованом и литом. Во мне обитает полость размером с дом. Ладно б, если брюшная. Вот такое. Город забыл. Может быть, вы знаете какие-то стихотворения, которые хотите, чтобы я прочитала? То есть я не прочитаю, если не специалист. Я только слышала по радио Горы, и вот когда вы выступали со своей группой, под музыку, ваш текст. А что именно? Не помню, мне все понравилось. Ну, люди говорили, что типа они какой-то транс иногда даже попадают. Ну там у вас музыка такая. Да, да. Это наш гитарист. Вообще такую музыку делает. Это вот как поэзия. Такую музыку делать. Я не представляю. Я не понимаю, как это происходит. Я не знаю, многие из вас слышали стихотворения, которые я читаю везде. Вот, и могу вам тоже его прочитать, которые вы слышали по радио, скорее всего, Либа Марта. Читайте. Читать. Повторение, мой терпение. Либа Марта. Сижу в окопе под Сталинградом. Ноги стынут, и даже каска примерзла к коже. Нас здесь много таких замерзших и грязных тоже. Мы сидим с автоматами в общей голодной массе. Я, эсэсовец, принадлежащий корейской расе, среди сотен таких же, вах, апгицех, твефхон, ведь уж чуть ли не опозорен. Третий день я сижу забитый и дышу на ладан. Здесь, в окопах под Сталинградом. Мы уж взяли Смоленск и Харьков, пустили корни в города, чьих названий никто здесь уже не вспомнит. И ведь надо же было попасть в этот чертов Сталин... Как его? Сталинград. Город пепла, огня и стали. И застрять здесь, в грязи, в окопе, без сна, покоя. Знаешь, либо есть в этих русских что-то такое, чего я не могу осмыслить, понять, измерить. Есть в них то, чему я, ариец, не должен верить. Унтерменш, вот кто русский Марты, Хальман Фюрер, им дорога в пучины адов прогнилась тюрем, закидая гранатами, бей, убивай же гада, здесь, на улицах Сталинграда. Так учили нас Марта. Я человек. Другие инородные, жалкие, мерзкие и плохие, что нет места среди людей, среди арийцев. Только снится мне либо, что не человек, убийца, и что изверг я Марта. Ведь я застрелил ребенка. На руках у его отца его пеленки в тот же миг пропитались кровью, горячей, красной, как у нас, у людей, понимаешь? А я прекрасна. Ведь я просто стоял и смотрел, как отца ножами забивали до смерти, а руки мои дрожали, так дрожали, что я впервые с 39-го года почувствовал не в других, а в себе урода, не истинного арийца, бойца, солдата, а тварь с отсутствием права ношения автомата. Ты бы видела, как он рыдал над багровым трупом, как бросался на всех, кто рядом был, хоть и глупо, и напрасно пытаться было спасти мальчонку. Ему вырвали печень, сердце и селезенку. На глазах у толпы, смеясь за свою расправу. Их тела потом выбросили в канаву. Но ни в жизни мне теперь не забыть того мертвого взгляда, застывшего в небе над Сталинградом.
Meine Frau, я совершил преступление века. Увидел в русском не выродка человека. Если кто-то об этом узнает, меня повесят, четвертуют, сожгут, утопят, забьют. И если не сожжешь ты письмо мое, тебя та же участь ожидает. Недавно был здесь кошмарный случай, когда дойче солдату вспороли брюхо лишь за то, что он полюбил советскую шлюху. Марта, Марта, я запутался, сбился. Каюсь и не знаю зачем. За кого я теперь сражаюсь? За кого мои пули летят в холостую в небо? Я теперь не хочу убивать за фюрера. Мне бы посмотреть на тебя хоть еще раз. Глотнуть портвейна на покрытом осенними листьями береге Рейна. И не видеть их лиц. В голове, как заела пленку, отец, стоящий с трупом своего ребенка, 7-месячного младенца, как наша Бетти. Я сейчас отдал бы, наверное, все на свете, чтоб вернуть эту пулю в ствол своего автомата. Ты прости меня, Марта. Под телом моим граната, что взорвется в любое время, и не сидеть уж нам с тобой у Рейна, я уже друг, я ветошь. Но люблю тебя, Марта. Тебя и малютку Бетти, вы не верьте тому, что написано. Вы не верьте, что арийская раса, боги, цари и вепри. Я ариец, да, эсэсовец. Но человек ли? Нет мне неба, лишь бесконечное пекло ада. Здесь, в окопах, под Сталинградом. Спасибо. Я каждый раз боюсь, что я что-то в нем забуду, и каждый раз не забываю. Я его очень давно написала, ну как мне, очень, 4 года назад. Просто шла по коридору. Вот это какое-то откровение было. Не впечатлилась чем-то? Нет, вот вы задавали мне такой вопрос, новая презентация, я помню. Я в тот момент еще не читала Ремарка, я потом прочитала вот все эти мотивы. Я вообще не знаю, откуда они. У меня просто в голове вот Марта, Марта, Марта. Я помню, ходила, как Марта. Потом пришла домой, наверное, часов 5 я сидела. Просто строчила, я даже это сфотографировала, потом эти листки списанные. Откуда-то просто все это вот шло потоком. Очень важно в такие моменты иметь время, потому что часто приходит что-то очень важное, и нет времени его написать. Это чаще всего бывает так. Когда в середине дня, когда нужно куда-то бежать, а тут такая строка. Слава Богу, появились телефоны, можно записывать все это как-то. Ритмику даже можно записывать, но не факт, что это и вернется. Это может быть что-то уже совершенно иное, не то, что задумывалось изначально. Ой, сейчас, поскольку я его не читаю, всегда тяжело. Так, давайте. Относительно жизнеутверждающее. Песок превращает пальцы в поверхность Марса, как будто бы мы 100 раз его обогнули. Свет вечернего солнца мягок, как шерсть у барса, и вплетается в тени длиннее улиц. Мы смеемся до одури, воздух зыбок, одинокий баркас морю душу продал. Старый рыбак отдает нам живую рыбу, мы несем ее снова в воду. Мы приходим к закату, пьем ледяной мартини, смотрим, как небо штурмует флягу, говорим на хинди и на латыни, на древних наречиях горных магов. Из саркофага, где столько спрятано, столько скрыто, вылетает наружу стрелой былое. Солнце смотрит на нас, одной веной вскрытой, и бежит по пляжу, уста прибоя. Мы без боя сдадимся, однажды устав от горя, от того, как мы плакали, мотая себя на вертел. Нам захочется, чтобы нас любили, как море, а не так, как будто боятся смерти. Мы устанем, как ведьма, вставать от выстрела, что глаза всегда так пристально обещают. Подожди немного, гора немыслима, пока чьи-то ноги ее не порабощают. Нас не вмещают ни эти окна, ни небо, охра и лазурит, ни одна таверна, вросшаяся в пристань. Мы уже не помним, где у нас, что болит, как душа и пальцы у гитариста. В нашем доме чисто, как будто пришла уборщица и вынесла мусор в пакетиках по объему.
А что там пьют, когда жить не хочется? Мы и это тоже уже не помним. Стихотворение. Я астроном. Я его наизусть помню, как я прочитала. Я астроном. Я считаю парсеки, смотрю в телескопы. На планеты, что больше Азии и Европы, больше 5 океанов, омывающих плоть Земли. Но не больше моей любви к тебе. Говори. На мели, корабли, космические дома. Заполняй собой атомы межпланетарного льда. Будь звезда, будь светящийся Бог, часть его ядра. Отвоевывай свет у дыр. Ни одна дыра не способна тебя убить, поглотить улов. Говори со мной так, как звезды, вообще без слов. Проплывай над ордеющей бездной, как стая рыб. Не считай, сколько лет световых до небесных глыб. Будь же дыб, ни одной звезде не клони колен. Знай, вселенная тлен, ты и сам ты такой же тлен. Только звездное небо носи в перепутьях вен и питайся его плодами. Помни, мир был создан совсем не нами. И так здорово, что не нами. Отогрей каждый атом космоса, стань мне храм, стань мне церковь, мечеть, синагога и Тадж-Махал, стань мне Альфа-Центавра, Вега и Альтаир. Будь скафандр и Салмарнир, будь полярной звездой, константный ориентир. Будь планета, будь целый мир. Не отринь меня, отвоюй меня у пустот. Заполони, усей собой небосвод, дай мне вброд перейти твои реки, совсем босой. Дай напиться твоей росой, дай мне бой, чтобы ведала волю твоих небес. Не молчи, когда я кричу, что Христос воскрес, ведь Он правда воскрес. В тебе и во мне молю. Воссияй, ты звезда, на которую я смотрю. Печальное стихотворение, как в самом начале. Две руки, две стрелы, от кистей до предплечий, вроде мяса и кости, артерии, кожа. Но к тебе через мир, человечий, не вечный, я тянусь, даже если не можно. Даже если не надо, огни автострады загораются только за тем, что ты рядом, что прокладывать путь твоих спешных шагов по нейронам ночных дворов, душным холлом вокзалов, кассирш автостанции, бесконечно неважно, какая дистанция между мной и тобой, континент или атом, ты вообще не бываешь рядом. Даже если, сгорая в космическом танце, я касаюсь тебя одиночеством пальцев, слишком влажных, холодных, без признаков пульса, словно тронуть тебя богохульство. Даже если, скрываясь в подъездах столицы и меняя вокзальные лица, наконец-то стучишься мне в дверь ближе к ночи, как и 2 миллионам прочих. Даже если смотрю тебе в радужке взгляда, все равно, ты не рядом, не рядом. Я тяну к тебе пламя, и первым снарядом ты вливаешь мне в сердце груз. Знаешь, ветер скорее мне руки сломает, чем я до тебя дотянусь. Я прочитала на Алтайское, и когда спускались с перевала, вот оно мне там пришло. Оно такое не рваное, скажем так, очень плавное. Он написал в поезде Бийск-Москва. Когда вы там кушали, я сидела, писала стих. Среди сопок седых и густых чащоб, и вершин мне дующих прямо в лоб, я брожу властелином бескрайних троп и вяжу их волшебный узел. Зажигающие горные фонари, звездочет таинственен и незрим, я звенящая песня речных долин, совершеннейшая из музык. На озера ложится пластами мрак, и съедает по ложке зефир и мак. Я его не боюсь, ведь я горный маг, прячу звезды в кармане куртки. И мне на ухо ночью под треск цикад, совершая древний святой обряд, они полушепотом говорят свои сказки и прибаутки. Так от них я узнал, что цветочный мед проникает в любого, кто здесь живет, эликсиром вневременных горных вод. Оттого здесь так часто пляшут и, смеясь, вечерами лежат в траве, вспоминают и думают обо мне. Я стою на самой крутой горе и смотрю, как они мне машут. А когда наступает в горах зима, и долина стекает в объятия сна, я хожу здесь с раннего до темна, поправляю всем одеяло
Да пораньше на небе включаю ток, чтоб сверкал мерцанием потолок. И тому, кто грустен и одинок, чтобы млечная пыль сияла. Ведь я тоже не сразу стал горный маг, не играл на свирели, не чтил бродяг, не носил свой звездный чудной колпак, но всегда был для всех потехой. А теперь я живу наверху горы, собираю корни и тку ковры, и все вечные солнечные миры в меня смотрят без доли смеха. Приходи ко мне в башню из звездных круп, приготовят тебе здесь вкуснейший суп, и постелят, и все с тебя унесут, что столетие тебя томило. Приходи ко мне, путник, и мы споем на ветряном и горном и вихревом, и предстань разбитым своим нутром, чтобы медом его залило. Я сегодня проснулся старцем, седым, подсохшим, рано утром, наверное, в 5:45 часа. И я ни о чем не жалею, кроме того, что слишком мало смеялся. Я его желаю больше.